Карантин в Алдании и поселке Ленинский. Как изменилась жизнь в Южной Якутии после появления COVID-19 на ее территории. Предварительно положительный анализ на коронавирус у жителя Горного Улуса. До конца дня станет известен окончательный диагноз. В Якутии готовятся к открытию мобильного приемно-передающего комплекса «Космос», не имеющего аналогов в России. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. 2558 случаев заболевания коронавирусом в России выявлено за минувшие сутки. 148 человек скончались. Выздоровели 1470 пациентов. Теперь в стране зарегистрировано почти 18 тысяч случаев заболевания COVID-19. Правительство Российской Федерации выделило 50 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, эти выплаты получат и медики, работающие в подведомственных силовых и правоохранительных структурах, медучреждениях. Мы также выделим из резервного фонда около 640 миллионов рублей на оснащение перепрофилированных мест в медицинских организациях, в моногородах и закрытых административно-территориальных образованиях для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Планируется развернуть более 630 таких мест, сказал премьер. В Ленском районе официально подтвержден новый случай коронавируса. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев. Анализы выявили заболевание у женщины, супруг которой заразился ранее. Семейная пара прибыла из-за рубежа через Якутск и находилась на самоизоляции. На сегодня в Якутии 10 больных коронавирусом, 5 в Алдании, 3 в Якутске и 2 в Ленске. Вместе с тем, вот сегодня утром, буквально сейчас поступила информация, у нас есть 2 предварительно положительных результата. Один из них у жителя Горного Улуса, второй у жителя города Якутска. В первом случае семейная пара находилась на лечении в Санкт-Петербурге и прибыла на прошлой неделе к себе на родину, но постоянно находилась она в режиме самоизоляции. И полученные анализы сегодня нам еще до конца дня будут окончательно подтверждены Роспотребнадзором, но пока предварительно положительные. Анализы у мужчины по берегостях имеются. По городу Якутску тоже до конца вечера проверочные работы будут завершены. Тоже с высокой вероятностью доли. Есть случаи подтверждения коронавирусной инфекции. Здесь пока окончательный источник мы называть не можем. Вместе с тем родственники данного мужчины на прошлой неделе вернулись с учебы из Москвы. Также глава региона отметил важность режима самоизоляции на примере Алдана. Его несоблюдение привело к объявлению карантина в городе. В поселке Ленинский также введен режим карантина. В район переброшены дополнительные силы. Хочу сказать, что режим карантина у нас полностью введен по городу Алдану. Он уже соблюдается. Туда переброшены дополнительные силы и медиков, и представителей МВД. Сегодня туда выдвигается также определенная группировка Росгвардии для обеспечения соблюдения режимов карантина. Режим карантина, конечно же, гораздо более жесткий, чем тот режим самоизоляции, который ранее был предписан. Также мною подписано решение о введении такого же режима карантина для поселка Ленинский, но это практически пригород Алдана, они соединены транспортной схемой, и по просьбе главы Алданского района такой режим по этому пригороду тоже введен. За ситуацией с COVID-19 в Алдане и его пригородах следит наша съемочная группа. Как изменилась жизнь в Южной Якутии с введением карантина, готов рассказать наш корреспондент Руслан Павлов. Руслан, приветствую, тебе слово. Здравствуй, Юля. Второй день карантина в Алдане особых изменений в статистику не принес. Как заявил сегодня главный врач Дмитрий Сергин, у нас 5 заболевших и 6 случаев неподтвержденных. Активно подключились волонтеры, их уже более 60 по району. Они спешат помогать пожилым людям, и вот как они комментируют свой порыв. Я понимаю, как на сегодня очень сложно людям старше 60 лет, особенно инвалидам.
людям, которые не могут покинуть на сегодня свое жилье и не имеют права на это. Поэтому мы, вот, которые еще силы, здоровье и есть такой возможность и желание, мы хотим помогать этим людям с большим удовольствием. То есть все силы, которые на сегодня мы имеем, действительно от Бога, здоровье, мы хотим потратить для этих людей, людей нашего города. Сегодня в Алдан прибыла бригада полиции из Якутска. Они будут помогать местным ДПСникам контролировать движение транспорта на дорогах. Ну, как бы особо нет. У нас только проезжают автомобили, которые со спецпропусками, то бишь от нашего муниципалитета расписывается непосредственно наш глава администрации Бугай Александр Лукич. Ну а у тех, у которых нет разрешения, вот мы расположим здесь, вот как бы на данной территории, как бы либо люди оставляют автомобили и уже непосредственно вызывая там своих родственников, либо близких там знакомых, они привозят самые необходимые вещи. А так у нас работают транспортные средства, которые обеспечивают нашу жизнедеятельность города. То бишь это у нас ДРСК, ЮАВС, как бы, ну и прочие такие вот службы, которые необходимы на данный момент. Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, обсерваторы снабжены всем необходимым, продовольствия хватает. И вот как глава района сегодняшнюю ситуацию прокомментировал. Мы сейчас, сложно сказать, лучшая она и худшая сторона. Мы сейчас живем в режиме карантина. Город Алдан 12 числа в 0 часов указом главы республики введен режим карантина в городе Алдан. Соответственно, люди, конечно, чувствуют определенные ограничения, потому что запрещен движение честного автотранспорта. Люди ограничены тоже в перемещении по городу. Им разрешено только выходить в ближайший магазин, в аптеку, либо выгуливать животных. Но на сегодняшний день мы постарались, чтобы все объекты жизнеобеспечения у нас работали в штатном режиме. Все магазины, я имею в виду продовольственных товаров, также у нас работали, и чтобы поставки в эти магазины у нас не снижались. На сегодняшний день у нас в Алдане работает 91 объект торговли. Это торговля аптечная, это торговля продовольственными товарами, и это товарами первой необходимости и бытовой химии. Все остальные магазины у нас закрыты. Также у нас ограничено перемещение за пределы города Алдана, введены блокпосты. На сегодняшний день сотрудники органов внутренних дел патрулируют улицы нашего города, и в случае, если граждане нарушают режим карантина, они, соответственно, выписывают им предупреждения либо штрафы административного характера. Поэтому, конечно, ситуация достаточно напряженная. Большинство населения соблюдает карантинный режим, ходим в масках и сидим дома. Юля? Спасибо, Руслан. Я напомню, это был наш корреспондент из Алдана Руслан Павлов. В Нерюнгринском районе досматривают всех пассажиров самолетов, поездов, а также автомобилей на 2 блокпостах перед Беркакитом и в районе Хатыми. Измеряется температура тела, оценивается внешний вид пассажиров. Также улицы города патрулируют полицейские волонтеры, чтобы выявить тех, кто нарушает режим самоизоляции. В субботу в Нерюнгри приземлился борт из Москвы. Пассажиры борта вначале были отправлены на самоизоляцию, а вчера мы провели по городу серьезную работу и всех их определили в обсерватор. Сегодня у нас в обсерваторе находится 44 человека, а в инфекционном отделении Нерюнгринской центральной районной больницы 18 человек. У всех взяты анализы. По вчерашнему дню анализы были все отрицательные, а по сегодняшнему дню мы берем анализы, к концу дня будет, соответственно, результат. Предварительно положительный анализ на коронавирус получен у жителя Горного Улуса. Семейная пара была на лечении в Санкт-Петербурге и прибыла в район 4 апреля. Со дня прибытия супруги находились в режиме самоизоляции. У мужчины предварительно анализы показали положительный результат на инфекцию. До конца дня пробы его анализа будут готовы в лаборатории управления Роспотребнадзора по республике. В целом обстановка в Горном Улусе стабильная. Аптеки и объекты жизнеобеспечения работают в плановом режиме. В настоящее время эпидемиологи Роспотребнадзора начинают свою работу в селе Бертигостях. С нашей стороны подготовлен обсерватор для помещения контактных лиц.
Это помещение на 12 коек в селе Магарас и помещение на 20 коек в селе Бердигистях. Вот. И дальнейшие действия мы будем осуществлять с согласованием Роспотребнадзора и Республиканским оперативным штабом. Тем временем предприниматели продолжают оказывать гуманитарную помощь медицинским учреждениям Якутии в борьбе с COVID-19. Так, сеть магазинов «Хозмаркет» предоставила пульмонологическому отделению Якутской республиканской клинической больницы 12 биотуалетов. Как отмечает руководство отделения, ежедневно сюда обращаются до 20 человек с пневмонией, и половину из них госпитализируют. А у кого обнаружен диагноз внебольничная пневмония, в первую очередь стараются ставить на лечение в больнице. Эти биотуалеты мы заказали для наших пациентов, которые будут поступать с внебольничными пневмониями. Мы их обязаны изолировать в отдельных палатах. И, к сожалению, у нас не во всех палатах, конечно, установлены туалеты. В данной ситуации, конечно, самое главное – это изоляция. То есть не посещать людные места, без надобности не выходить на улицу. Сегодня спортсмены и люди, привыкшие заниматься физкультурой, оказались в непростом положении. Залы и стадионы закрыты, однако активность необходима многим. Тем более, что и врачи говорят о том, что здоровый образ жизни – это основа профилактики вирусных инфекций. Работа тренеров также не останавливается даже в период самоизоляции. О том, как проходят тренировки, знает наш корреспондент Юрий Осипов. Мы сейчас находимся дома у Василия. Здесь у себя во дворе на небольшой площадке он проводит онлайн-уроки для своих воспитанников. Сейчас он тренирует более 20 спортсменов. Стоит отметить, что больше половины из них – это призеры России, мастера и кандидаты в мастера спорта. Здесь мы можем увидеть телефон, установленный на штатив, посредством которого он не только рассказывает, но и показывает различные упражнения. Сейчас давайте ненадолго оторвем его от занятия и спросим подробнее, как он его проводит. Василий, здравствуйте. Расскажите, как вы подбираете упражнения для своих воспитанников? В данное время, во время карантина, у нас работы стало еще больше. Нужно учитывать не только отдельные заболевания каждого спортсмена, но и учитывать в тех условиях, в которых он тренируется сам, так как не у всех дома есть спортивный инвентарь и приходится использовать предметы быта. Спасибо большое. Несмотря на то, что лично он сейчас проводить занятия не может, но все равно старается, чтобы спортсмены выполняли весь положенный объем тренировок. Движение для всех видов автомобильного транспорта на ледовом автозимнике Якутск-Нижний Бестях закрыто с завтрашнего дня. В связи с резким ухудшением транспортно-эксплуатационного состояния ледового автозимника, вызванным аномальным потеплением, управление дорог Вилюй приняло решение о закрытии ледового автозимника с 14 апреля. Водителям необходимо завершить перевозки грузов и пассажиров в указанный срок. В Якутии готовится к открытию мобильного приемно-передающего комплекса «Космос», не имеющего аналогов в России. Оборудование предназначено для приема и регистрации информации со спутников дистанционного зондирования Земли, что позволит своевременно определить паводковую обстановку, очаги возгорания во время лесных пожаров на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а также оценить масштабы техногенных катастроф. Антенный комплекс может работать как при экстремальных минусовых температурах, так и при высоких температурах. Это от минус 50 до 50 градусов. Кроме того, антенный комплекс оборудован специальным опорным устройством, которое исключает возможность опрокидывания при плохих погодных условиях, сильном ветре. Не переключайтесь и будьте в курсе главных событий.